Соединенные Штаты призвали мир выступить против жестокого отношения китайских властей к мусульманам уйгурского региона. Во время пресс-конференции по вопросу нарушения прав человека заместитель министра иностранных дел США и ответственный директор отдела стран Южной и Средней Азии Алиса Уэллс выразила признательность руководству стран Средней Азии, которые в последнее время перестали репатриировать уйгуров, этнических казахов, киргизов и других тюрков, ищущих убежище в этих странах. Уэллс сделала следующее заявление. «Мы призываем не только страны Средней Азии, но и весь мир к переговорам по вопросу нарушения прав мусульман в Китае, в частности в Восточном Туркестане». В столице Швеции был проведен протест в честь 23-й годовщины кульджинских событий. Протест, организованный Уйгурской ассоциацией просвещения, поддержали турецкие неправительственные организации. Во время шествия участники акции несли плакаты с лозунгами «Прочь из Восточного Туркестана» и «Свободу уйгурскому региону». Осветив ситуацию Восточного Туркестана, руководитель шведской ассоциации Адем Галиб призвал мировое сообщество оказать давление на Китай по вопросу репрессий и лагерей перевоспитания. Протест, в котором приняло участие большое количество людей, прошел под беспрецедентными мерами безопасности, принятыми шведской полицией. Число людей, погибших из-за коронавируса, который считается одной из самых серьезных эпидемий за последние годы, стремительно растет. Ежедневно в СМИ появляются шокирующие изображения и видео из города Ухань, ставшего очагом эпидемии. В пятницу администрация Пекина издала указ о задержании инфицированных граждан или контактировавших с вероятными разносчиками вируса, которых в принудительном порядке отправляют в зону карантина. На видео, опубликованном английским издательством Daily Mail, изображены чиновники города Ухань в специальной защитной одежде, которые выполняют указ властей по задержанию инфицированных и контактировавших с ними граждан. Смертельные случаи от коронавируса, появившегося в Китае и распространившегося по всему миру, увеличиваются ежедневно. В связи с вирусом, передающимся человеку от животных, Турция приняла решение остановить импорт животных и мяса из Китая. В свою очередь, Китай выразил свое недовольство решением Анкары. Представитель китайского консульства в Анкаре сделал следующее заявление. «Мы не ожидали такого решения турецких властей и выражаем свое недовольство». Вопреки заявлениям Всемирной организации здравоохранения о неприемлемости экономических ограничений в отношении Китая, Турция решила не считаться с позицией Всемирной организации здравоохранения. Мы призываем Анкару сторониться действий, которые могут оказать негативное влияние на динамично развивающиеся двусторонние отношения. Стало известно, что конфликтующие стороны в Ливии готовятся к масштабным военным операциям. Об этом сообщило посольство США в Триполи. В письменном заявлении посольства указывается, что данная информация была получена из достоверных источников. В провинции Карат, расположенной на северо-востоке Таиланда, произошел теракт. Солдат Национальной армии Таиланда открыл огонь по мирным жителям возле одного из торговых центров города Накхон-Радчасима. Погибло 20 человек и несколько граждан получили ранения. Сначала солдат застрелил своего командира из оружия, взятого из склада боеприпасов, и скрылся на военной машине. Затем внезапно обстрелял торговый центр. Злоумышленник транслировал обстрел торгового центра в прямом эфире и опубликовал фотографию, на которой был изображен с оружием в руках.